Я знаю, что Бог есть. Я вижу Его за своими уравнениями. Существование тонких миров – реальность, встающая передо мной в ходе научных исследований. Начало 21 века ознаменовалось рядом сенсационных открытий в различных областях науки, сделанных учеными многих стран мира. Все эти открытия строгим языком формул и расчетов неопровержимо свидетельствуют о реальном существовании Бога или высшего разума, абсолюта, логоса, Творца Вселенной, того, кто управляет всем и вся в мироздании. Что же это за открытие? Прежде всего, российский ученый, академик РАЭН Борис Александрович Астафьев открыл геном мира. Разработанное им учение о мироздании впервые на научной базе всесторонне и многократно доказывает божественное происхождение мира. Высший иерарх мира, Творец, является обладателем всего генетического набора генов всех сущностей мира. Существует мировая конституция, которая включает всеобщие законы мира. Весь мир живет по единым законам, и человечество должно жить в соответствии с ними. Профессор Башкирского университета, убежденный атеист Нажиб Валитов в ходе исследований доказал, что мысль каждого из нас материальна. Процесс мышления обязательно сопровождается испусканием и поглощением силовых линий электромагнитного и гравитационного полей, и этот процесс мгновенно достигает любой точки Вселенной, а это значит, что Бог знает каждую нашу мысль. Когда мне удалось доказать бытие Бога формулами, я открыл его и в своем сердце. Целый ряд исследователей в разных странах, независимо друг от друга, экспериментально доказали, что пространство Вселенной обладает свойством голограммы. Это означает, что каждая точка или клетка Вселенной содержит в себе информацию обо всей Вселенной. Поэтому все, от атома до галактик, в том числе и человек, являются взаимосвязанными клетками единого. Если человек находится в гармонии со всем организмом Вселенной, то он получает от него все необходимое для развития и совершенствования. Если же человек нарушает гармонию, начинает жить не по единым законам, то он разрывает связь с организмом Вселенной и утрачивает поддержку, обрекая себя на болезни, несчастье, деградацию и гибель. На основании уникальных открытий о структуре Вселенной доктор технических наук Виктор Плыкин утверждает: все законы Вселенной сформулированы Богом. Всевышний есть, и Он всевидящий и всеслышащий. Как верно отмечал Исаак Ньютон, лишь малое знание удаляет от Бога, большое вновь приближает к Нему. Именно в нашу эпоху, когда и в России, и на Западе возникла пропасть между невиданными достижениями науки и техники с одной стороны и очень низким уровнем духовной жизни современного общества с другой, именно сейчас крайне важно возродить мировоззрение, в основе которого лежит вера в существование высшего начала всего сущего, осознание божественного происхождения абсолютных нравственных ценностей и отказ от материальности в пользу духовности. Всякая душа потенциально божественна, и цель нашей жизни состоит в проявлении в себе этой
божественности. Поэтому так важно, что именно в наш век наука и религия начали синтезироваться в единое учение о Боге, а главное, стали возвращаться древние знания. Все, к чему сейчас подошла физика, было изложено в древнеиндийских ведических книгах еще 3000 лет назад. Потому что когда-то, в незапамятные времена, людям Земли была известна высшая небесная истина, и они жили по единым законам мироздания. Эти законы открывали им высший смысл и истинную природу счастливого бытия в этом огромном мире. Одним из таких народов, имеющих доступ к сокровенной информации Вселенной, были предки современных осетин. Они свято передавали эти знания из поколения в поколение в виде мифов, обрядов, символов, ритуалов, и благодаря этому они чудом сохранились до наших дней. Когда современные осетины, осознав суть бесценного наследия предков, сумеют явить миру все великое многообразие нашей древней культуры, и воинское искусство, и народную медицину, и музыку, и танцы, и зодчество, и ремесла, и сохраненную в традициях сакральную символику, то это и будет началом эпохи Ир-Ас-Аланского возрождения. Как гласят древние легенды, когда-то Ир-Ас-Аланом, скифам и сарматам были переданы универсальные знания. Они являлись хранителями этих таинств, а затем им было поручено разнести их на 4 стороны света. Западные скифы передали свои знания франкам, франки – тамплиерам, восточные скифы – татарам и монголам, южные – персам и индийцам, северные – народам Скандинавии. Скифы рассеяли зерна знания о едином Боге и единых законах мироздания по всему миру для того, чтобы преобразовать жизнь заблудшего человечества. Они уходили на север и восток, растворялись среди других народов, жертвуя собой, чтобы донести до них истину. Их становилось все меньше и меньше, но в самом центре Кавказа всегда оставалось ядро этого народа. Оставались те, кто являлись хранителями мудрости. Это были солнечные иры, асы-учителя и неустрашимые воины аланы. Каждый из нас носитель учения. Даже несмотря на то, что мы отошли от традиции, мы употребляем такие понятия, которые не осознаем. Но если мы будем осознавать их, вот тогда мы поймем, что за этим стоит очень большая глубина. Вот мы, например, говорим «рух-ждуне», «асак-дуне». Мы ставим между этими понятиями знак равенства. «Рух-ждуне», «асак-дуне» – это одно и то же. Вот этот материальный мир мы называем «манг-дуне», иллюзорный мир. И стоит вопрос, а почему вот этот мир материальный, иллюзорный? А «рух-ждуне» – это «асак-дуне». И вот когда мы вспоминаем, что рух-ждуне – это есть сам Бог, мы понимаем, что это и есть сама истина. А вот тот мир, который кажется нам разделенным, он иллюзорный. На самом деле истинная суть всего, вот эта твердь, она иллюзорная. Истинная суть всего – это свет. В основании всего оказываются световые волны, кванты. Это говорит самая современная наука. Это говорит квантовая теория. То есть вот здесь мы видим совпадение того, что говорит наука, и того, что говорили наши далекие предки. И в этом плане, оказывается, учение далеких наших предков, оно оказывается очень современным. То есть Бог создал мир из себя. Бог и этот мир есть единое, есть одно. То есть осознание единства мира, и она как раз ведет нас к Богу. Это ведет к осознанию света внутри себя. На земле народа Ир в Осетии по сей день существует это древнее
некогда общемировое учение, насчитывающее многие тысячи лет. Земля Осетии, в которой более 1000 святых мест, является намоленной с самых древнейших времен. Здесь мир ангелов. Здесь нужно быть каждому. Нужно полюбить свою землю. Нужно с этого начать каждому, кто сейчас меня слышит. Почему? Потому что если не любить Родину, значит забыть ее историю. А если забыть ее историю, значит предать себя. Здесь очень сильные духовные порталы. Земля здесь благословенная, намоленная. Сила вашей земли, она, конечно, в первую очередь будет помогать людям, которые здесь живут длительное время. Вы каждый день, помните, встаете на святую землю, землю, намоленную вашими предками. Этим нужно гордиться и, опять повторяю, этому нужно соответствовать. Наши предки видели Бога во всем, вот в этих холмах, в этих реках, в этих камнях, потому что энергия Бога, она во всем. Это все тело Бога, энергия Бога. Поэтому везде, где бы они ни были, конечно, они выбирали чистые места, вдали от населенных пунктов, чистой вибрации. Они стремились... Это очень легко подключиться, когда чистой энергии, и задавать Богу вопросы, получать ответы. Всю информацию, которую они нам оставили, она именно таким образом и получена. Формой сохранения и шифрования арийской идеологии у иро-асаланского народа было распространение обрядовых действий, священных ритуалов, молитв песен, молитв танцев, символизма культовой архитектуры и проведения общенародных праздников. Из глубины тысячелетий дошли до нас уникальные праздники, сохранившие древние знания, переданные универсальным языком символизма. Как, например, праздник в Лесгоре, снятый учеными Института этнографии в 1974 году. Этот самобытный праздник жив и сегодня, хотя село и опустело, но выходцы из него, согласно древней традиции, продолжают выпекать в дни весеннего равноденствия метровый в диаметре пирог, символ солнца. Несут на старинном фанге 3 пирога, образ Всевышнего, и отправляют в святилище 7 служителей культа. И таких таинственных ритуалов достаточно много во всех ущельях Осетии. Вся символика стола, которая существует, она вся направлена на, говорит об акте сотворения мира. Вот та жертва, которая есть на столе, голова выставляется возле старшего, она напоминает нам о жертве Бога, который отдал свое тело в жертву на создание этого мира. Те 3 пирога, мы видим 3 пирога, они сложены как по спирали друг на друге. Один пирог, он говорит, это символизирует акт сотворения мира, а 3 пирога уже символизируют непрерывные акты сотворения мира. То есть он говорит о том, что мир всегда обновляется. И это заряжает нас оптимизмом. Мы верим в то, что мир не когда-то был раз сотворен, и наша судьба раз сотворена. Но мы сегодня, здесь собравшиеся, можем сотворить желаемое для себя. Потом эта песня, которая звучит, эта древняя остинская песня, протяжная песня, она символизирует тот свет, который появился в том темном, немом, бесконечном мире, из которого было создано все сущее на земле. А этот танец симт, с его движением, он как раз закрепляет то, что было создано этим светом. Он напоминает те вибрации, те завихрения, которые и
составляет вот нашу вот всего иллюзорную твердь, как бы. Вот что лежит в основе атомов, допустим, мельчайших частиц? Вот эти частицы света, которые постоянно вращаются. И тоже, посмотрите, символизирует и наш танец, вот этот круговой синт, вот синт с его вот этим состоянием, вот это благородство, грации, вот он как раз символизирует вот постоянство вот этого мира. Вдали от Осетии я именно и осознала, я ощутила близость своих предков. Они просто во мне активизировались и зародили во мне вот это желание вернуться обратно в Осетию и передать своей нации те духовные реализации, знания и вдохновить их встать на ноги, подняться, начать следовать вот этим красивым традициям и нашим национальным обычаям. Это произошло там, вдали от Осетии. Тысячи заповедей, морально-этических норм поведения, нравственных устоев, этикет сдержанности во всем, выполняемых осетинами, возводили тех, кто их соблюдал, в ранг святых. Возможно, поэтому сегодня осетины – народ малочисленный, потому что, выполнив законы эволюции, наши предки навсегда покидали земной план, выходя из цепи перевоплощений. Мы сегодня являемся промежуточным звеном между прошлым и будущим, между тем прошлым, в котором наши предки свято верили в свои обычаи и традиции и исполняли их благоговейно, и будущим, в котором без знания смысла того или иного ритуала трудно заставить человека быть носителем этой культуры, основой которой было благодеяние, благонравие и благомыслие. Все и каждый из нас пришел и родился в эту эпоху для того, чтобы возродить свою национальную культуру. Когда народ перестает соблюдать свои обычаи, то он лишается покровительства своих предков. И очень важно, чтобы потомки не прекращали следовать своим обычаям. Наши предки были неверующими, а ведающими свою великую изначальную истину и истоки, откуда человек произошел. Знание о Боге, о творении мироздания. То, что мы родились в этой нации, говорит о том, что мы уже прошли не один духовный уровень духовной практики, потому как осетины, наши предки, они напрямую молились Богу и служили Ему без посредников. Это говорит о том, что они обладали высочайшим уровнем сознания. Для того, чтобы не потерять связь с высшими силами, не сойти с пути Бога, предки осетин соблюдали высший закон жизни – Ахдау. Сущность структуры Ахдау составляют такие универсальные понятия и категории, как фарн, кад, намш, авшарм, уажданзинад, лагзинад. Ирон Ахдау обозначает распространение божественной истины и охватывает абсолютно все сферы и уровни человеческого бытия и сознания. В основу известной осетинской пословицы «Ахдау у асыдунея асагдунема фандагамонаг» заложен глубочайший смысл понятия Ахдау. Суть пословицы сводится к тому, что если жить в соответствии с требованиями Ахдау, человек сумеет достойно пройти свой земной путь и поднимется в свет высшего мира. То есть Ахдау есть путеводитель, учитель, который помогает не совершать ошибок, предостерегает от нарушения великих космических законов, в которые были посвящены его древние создатели. Ахдау и вера – вещи неразделимы, поскольку без духовно-нравственных начал не может быть и веры. Ахдау включает в себя все многотысячелетние верования иров, составляющих основу их мировоззрения. В силу высокой духовности Ахдау его крайне сложно вытравить из их сознания, подменить чужеродным институтом религии. Ирон Ахдау направлен на то, чтобы человек мог обуздать свой ум. То есть вот это благородство, вот эта сдержанность, которая учит Ирон Ахдау,
она как раз и направлена на то, чтобы обуздать свой ум. Здесь должны быть сдержаны желания. Осетинская культура, вот это ее повседневный этикет с песней, танцем, они как раз направлены на то, чтобы человек ощутил свою истинную природу, ощутил тот свет, который в нем заложен. Наши предки настолько были проникнуты сознанием Бога, понимали, что каждое слово, каждая мысль, она ведет за собой какое-то последствие, действие. Поэтому настолько имели возможность контролировать и умом, и мыслями, и эмоциями. Вот эта уникальная сдержанность, она была впитана ими. Именно в нашем сознании и в нашем менталитете существует вот это слово, что Бога надо стесняться. Стесняться потому, что Он является свидетелем всех наших действий, Он знает наши мысли, Он с нами везде, и они об этом знали. И построили свой быт таким образом, чтобы, когда они что-либо делают, чтобы им не было стыдно перед Богом. Еще одним неоценимым вкладом в сокровищницу мировой культуры являются сохраненные в национальной традиции осетинского народа древние космические символы, пронесенные им сквозь тысячелетия как сокровенные иероглифы, хранящие сущность великого мироздания. Используя универсальный язык символизма, великие мудрецы Иры, асы оставили для нас важные послания. Так, круг – это символ вечности, точка внутри круга – олицетворение Бога, окруженного вечностью, квадрат – символ Земли, крест – символ распространяющегося света истины, это точка сообщения между небом и землей. Свастика – солярный знак, символизирующий энергию, создавшую Вселенную. Спираль – жизнь и смерть в вечном движении. Лабиринт – бессмертие, выражает идею движения человека к истине. 3 круга в круге – символ прошлого, настоящего и будущего. В осетинской традиции 3 круглых пирога на круглом фонге – символический образ Всевышнего. Треугольные пироги осетин посвящены тем, кто управляет силами Земли. Однако при этом сохраняется связь с Богом, обозначаемым точкой в центре, а 9-конечная звезда из 3 треугольников – символ Святого Духа в сакральной геометрии. Также активно существуют в быту осетин и другие символы – баран, олень, бык, сокол, орел, змея, дракон и другие. Еще в глубокой древности к области тайного, сакрального относились также числа. Каждое число имеет глубокий эзотерический и философский смысл. Самые сакральные числа для осетин – 3 и 7. Так на тройке построен принцип мироздания, и тройка всегда была священна у осетин. Даже очаг складывался из 3 камней. Фынг стоял на 3 ножках. Молились 3 священными пирогами, 3 старших. Скифские стрелы также были 3-гранными. Сакральная цифра 7 обозначает совершенную гармонию. Это особое число, код планеты Земля. Оно издревле считается воплощением земного порядка и космической организации. Это также и число Солнца. И согласно осетинской мифологии, верхние и нижние миры делятся на 7 частей – Авдуаларвы, Авдалзаха. А современная наука, в частности квантовая физика, подтверждает древнейшие концепции о существовании именно 7 уровней реальности мироздания. Учеными получены точные описания всех 7 уровней. Таким образом, можно говорить о том, что все наследие осетинского народа свидетельствует о глубоком знании ими тайн мироздания и божественных законов. Почему нас называли асами, другие народы? И при том еще, если почитать Велесову книгу, то там написано об асах из страны Ирийской. Ведь мы сегодня так все еще и живем в Ирии, да?
Ристони. Это говорилось о наших предках. И слово «ас», оно там же и объясняется, что это слово, оно переводится как «человек-бог», то есть человек с очень возвышенным уровнем сознания, человек, знающий истинную природу души и истинный смысл жизни. Они понимали, что каждое действие ведет за собой последствия. Закон кармы не знали, поэтому их поведение было очень сдержанным. Вот я еще это застала в своей бабушке. Дедушку я все-таки плохо знала, а вот бабушка, она была полностью пропитана вот этой сдержанностью. Она была настолько малословная, говорила только тогда, если о чем-нибудь спросить. И говорила ровно столько слов, чтобы ее поняли. Когда мы считаем, что каждый из нас частица Бога, тогда мы начинаем понимать, что каждый из нас сотворец, ведь нас природа Бога. А раз сотворец, значит, мы ответственны за тот мир, который вокруг нас. А если мы ответственны за этот мир, значит, от наших мыслей, от наших слов, от наших дел зависит та реальность, которая вокруг нас. И вот здесь очень большая ответственность ложится на человека. Если человек это осознает, и осознает, что его мысли, его слова, его дела отражаются на его реальности, он не позволит себе сквернословить, он не позволит себе кого-то обижать, он не позволит себе блудить, кого-то оскорблять, потому что он понимает, все это вернется к нему, и то, что он делает, он творит вокруг себя. Не стальное оружие, не совершенная тактика ведения конного боя, не передовые по тем временам средства передвижения, а организация духовно-нравственной сферы и вытекающие из нее общественные, межличностные отношения, простые и естественные, как все великое, возводило в глазах народов древнего мира и средних веков их носителей в ранг богов и полубогов. Именно в этом благотворном воздействии на сознание человека и заключается всемирно-историческое значение этики Ир-Ас-Аланского мира. Соблюдение законов Вселенной – это прежде всего нравственное поведение. Действуешь против нравственности, значит, сокращаешь свою жизнь. Мы все под контролем Бога. Что бы мы ни делали, все Ему становится известно. В условиях современности постижение всеобщих законов мира стало абсолютной необходимостью. Национальное возрождение осетинского народа возможно через разумное переосмысление его бесценного наследия и нравственное очищение. 1995 год можно считать началом возрождения Ир-Ас-Алан, когда после возгорания древнеарийского храма Реком народ проснулся от векового сна. Как писал Слава Джанайте, надо было возгореться так, чтобы искру очистительного пламени подхватили потомки, несущие заложенные в духе и во плоти знания, и из пепла возродилась бы идея справедливости, самоотверженности и добра. И такое время наступило, когда духовность нартов могли возродить только кровные потомки нартов. Начало третьего тысячелетия отмечается возрождением первой из 3 слез Бога – святыни Реком. Пока делаются только первые шаги в понимании древней духовности. Пока празднование Рекома далеко до идеальности школы Рекома. Зато уже 15 лет не распиваются на Рекомуфаш спиртные напитки, а на очищенной площадке Шимдефаш все увереннее исполняется танец-молитва Шимд.
Свидетельством того, что осетины сегодня глубоко озабочены судьбой своего великого наследия, является успешное проведение в мае 2014 года общенационального форума «Алания», в котором приняли участие более 1500 человек, представителей большинства осетинских фамилий. Цель проведения этого форума была возрождение нашей многотысячелетней национальной культуры, развитие ее, этой культуры, и поиск путей для решения этого очень важного для нашей нации вопроса. Вопросы основные, которые мы вынесли на этот форум, это сакрализация, придание статуса сакрального нашим горным территориям и внесение ее в Конституцию. И второе, придание Ирон Нартон Ардау тоже статуса конституционного. В республике появляются также все новые и новые общественные организации, объединяющие людей, желающих изучать историческое и культурное наследие осетинского народа. На создание нашей группы нас побудило именно то, что молодежь интересуется своими корнями, своей культурой, своей историей. В основном работа проводится с молодежью, то есть это проведение разных каких-то викторин в школах, какие-то классные часы на традиционную осетинскую тему. Да? В нашей организации проводится также исследование нарского эпоса, воспитываем в молодежи чувство того, что нарский эпос не является какой-то сказкой, а является сакральными текстами нашего народа. Когда человек вырастает в своем сознании, в своем нравственно-духовном уровне настолько, что начинает соответствовать древнему знанию, тогда это знание приходит. Еще одним подтверждением знаний Ир-Ас-Алан о законах мироздания являются их творения в области искусства – музыка, песни, танцы, художественные промыслы. Музыка – это невидимый поток энергии, а человека можно сравнить с очень сложным, уникальным и тонко настроенным музыкальным инструментом. Музыка, в которой звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены законам гармонии, оказывает благотворное воздействие на здоровье и развитие человека, гармонизирует мир чувств, исцеляет тело, наполняет энергией, силой, дает пищу душе и продлевает жизнь. Примером музыки, обладающей мощным гармонизирующим действием и большой исцеляющей силой, являются старинные осетинские мелодии и песнопения. Они являются живым, чудодейственным наследием для нас и будущих поколений. Возрождение старинных инструментов началось в 2007 году, а сегодня во Владикавказе уже работает несколько молодежных коллективов, исполняющих аутентичную музыку. Сегодня мы играем вот на таких инструментах. Мы уже концерты даем,
на конкурсах участвуем. Молодежь ко мне приходит разного возраста, с удовольствием. Я им очень благодарна. Очень приятно, что сегодня наша молодежь наконец-то возвращается к исконно-осетинским, к традиционным занятиям, именно игре на национальных музыкальных инструментах, возрождается любовь к национальному искусству, к национальной одежде, к национальной музыке, к национальным инструментам. В этом ансамбле «Уаденс» играет одна молодежь, играет очень разного возраста, разного происхождения, из разных семей, но всех объединяет именно тяга и любовь к своему национальному музыкальному искусству. Хочу также сказать, что Зема обучает не только Надала Афандери, то есть то, что она сама знает, она сама же от сердца передает свои знания, то, что она умеет. И она занимается возрождением, то есть не только Дала Фандера, а также любых исконно-осетинских музыкальных инструментов. За прошедшие тысячелетия многое было забыто и утеряно. И то, что осетинский народ сохранил до наших дней, есть не более как руины и фрагменты. Но даже если эти руины поражают своей монументальностью и мощью, то можно представить, какое богатство эпического духа и эпического творчества находилось у истоков в скифо-сарматском мире. Согласно современным открытиям в области генетики, весь опыт и знания наших предков находятся в виде свернутой, закодированной информации в клетках нашего ДНК. Но достать информацию оттуда и получить подсказку можно только если произойдет резонанс между нашим духовно-нравственным состоянием и уровнем духовного развития наших далеких предков. Тогда нам становится доступной древняя информация, заложенная в их творениях, обычаях, ритуалах, музыке, символах, орнаментах и многом другом. Кроме того, российский ученый Петр Горяев доказал, что молекулы ДНК, как и вода, воспринимают человеческую речь. Исследования показали, что молитвенные слова, добрые слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата, а бранные, матерные слова разрушают все программы наследственности. А это значит, все, что мы произносим, все, о чем думаем и что читаем, впечатывается в наш геном. Можно ли сомневаться, что, произнося слова древней осетинской молитвы, разговаривая на языке благородных иров, асов и алан, речью, пересыпанной добрыми пожеланиями, арфата, исполняя оставленные предками мудрые обычаи, изучая их уникальное искусство, мы открываем тайники подсознания и достаем оттуда оставленную нам предками информацию. Одной из таких священных сокровищниц древних знаний является таинственное искусство создания орнамента. В нем скрыта история, философия и культура осетинского народа. Орнамент был не просто украшением, а своего рода оберегом. Символы в узорах несли огромную духовную силу. Орнамент наносили на оружие, предметы домашней утвари, использовали в архитектуре, вышивали на одежде. Главным знатоком орнамента всегда была женщина. Искусные рукодельницы тысячелетиями хранили и передавали национальные узоры со сложной символикой. Наследие аланских мастериц сегодня возрождают те, кому открылась сакральная мудрость древних символов, кто осознал глубину заложенных в них знаний. В наших изделиях мы используем орнаменты сакральных образов птиц, оленей, также мирового древа.
Наш орнамент, помимо того, что радует глаз, он выполняет функцию оберега, защищает от дурного глаза. Поэтому женский свадебный костюм всегда был орнаментально насыщен. Когда мы только занялись изготовлением платьев в осетинском стиле, мы не задумывались, будут ли они востребованы, понравятся они людям. Мы просто занимались любимым делом. И уже потом, когда мы уже показывали готовые платья, людям нравилось. Это больше стимулировало нас работать в этом направлении. Сегодня в условиях обширной глобализации всем малым народам очень трудно сохранить свое национальное лицо. И поэтому наша идея состоит в том, чтобы привнести наш этнический колорит в повседневность. Интересен был не только сам костюм, но и образ нашего народа, благородного, величественного, целомудренного. И именно этот образ важно сохранить в наших изделиях и не испортить его случайными, чуждыми нашей культуре элементами. И поэтому важно продумывать образ в деталях. Сейчас настал тот момент, пришло то время, когда каждый осетин, каждый, в ком течет кровь наших великих предков, должен ответить сам перед собой, а что я сделал для того, чтобы не потерялось это наследие. Я верю в то, что мы сможем собраться, что мы, как феникс, возродимся из пепла. Я искренне надеюсь, что каждый человек, каждый осетин завтра, когда к нему подойдет его ребенок, сможет ответить ему на вопрос: кто я, откуда, кто мои предки. И я верю, что мы сможем с достоинством и с честью сказать: я осетин, я потомок великого народа, и ты, мой ребенок, тоже потомок великого народа. Нужно отметить, что сегодня идет национальный подъем. Может, его чувствуют не все, может, он не заметен так активно и ярко во всех проявлениях, но он идет, и он идет достаточно так, активно в том смысле, что люди интересуются и культурой, и бытом, и даже песнями, танцами нашего народа. И это все приобретает такой хороший характер. И мне кажется, это надо развивать и поддерживать, чтобы в дальнейшем это все укреплялось, и в итоге, чтобы мы сохранили и приумножили наследие нашего великого народа. Возрождение начинается отсюда. Почему? Поэтому скрыт Северный Кавказ, потому что это место специально охраняли от бездушности людей. Вы представьте, если вы об этом месте знали. И каждый, приходя сюда
как на экскурсии оставлял бы свои следы черных мыслей. Он бы осквернил эти места. А так они остались сохраненные. И вот сейчас они включаются для нового поколения. Много лет своей жизни я посвятила изучению ведической литературы. И там я узнала из этого источника, что придет время, когда на Земле опять возродится ведическая культура. И там говорилось о том, что первыми странами будут Руссия, Пруссия. И в это же время я получила информацию, что ведическая культура, она начнется именно от нас. Каждый осетин должен принять на себя ответственность, которая на него возлагается, что благодаря каждому из вас зависит это возрождение. Только в возвращении к своим древним знаниям, традициям, культуре, образу жизни таится надежда возрождения. И только обращение к бесценному наследию предков способно дать основу для пробуждения былого могущества духа, солнечных иров, асов-учителей и воинов света Алан. Знания, зашифрованные в традициях осетин, это ключ, передаваемый арийскими богами и ир-ас-аланами от отца к сыну в течение всех прошедших тысячелетий. Взять этот ключ и суметь открыть этим знаниям путь в свои сердца – это самый святой долг нашего народа и перед памятью великих предков, и перед будущим всего человечества.